Здравствуйте, дорогие соотечественники. Салам, хурматлы, ватандашлар. В последнее время к нам обращаются наши сограждане с просьбой ответить на вопрос, верим ли мы Сапармурадову и Хыдырову. Отвечаю, нет, мы им не верим. Хочу перейти к тому вопросу, который сегодня Сапармурадов озвучил. Ты вроде бы такой доступный, что обо всем можешь говорить и вспоминаешь. А что же ты, когда говорил о политическом убежище, не упомянул звонок, который ты сделал мне где-то месяц назад, может, больше, но перед твоим образованием Координационного совета и просил о помощи в политическом убежище в Европе? Что же ты об этом не говоришь? И если ты мужик, а не последний мерзавец, какой-нибудь разговор о деньгах или о дележе этих денег с тобой был? И еще раз заявляю тебе, если ты не покажешь того человека, с которого брали деньги, мы будем с тобой разбираться в суде по этому вопросу за клевету. Потому что никаких денег и ни о каких деньгах я никогда ни с кем не вела речь. Теперь о том, кому мы помогали. Ты 23 года вне Туркменистана, и ты кричишь, да, я тебя, во-первых, не обвиняю в том, что это ты посадил гильдии, или ты забирал там, нет, ты ничего не делал, но ты и не помогал этим соотечественникам, которые жили внутри страны. А вопросов было очень много, хотя бы даже тот вопрос, который решили мы, а ты примазался к победе этого вопроса насчет паспортов, потому что это я ходила в российское посольство в Туркменистане и озвучивала все проблемы граждан российских, которые были у нас там. И занимался этим не ты, занималась этим я. И когда мы приехали и создали свою организацию, первым делом, что мы сделали, мы подняли те вопросы, которые там внутри страны, и люди не могут решить. Ты спрашиваешь, что мы сделали? Мы вытащили Галину Кучеренко. Мы помогли Реджеповой. Мы решили вопрос с армией, когда он хотел изменить на 3 года, а так и осталось 2 года. Мы помогли этим 40 тысячам, хотя Туркменистан говорит 10 тысяч. И ты не примазывайся к этим победам. Ты к этому не имеешь никакого отношения. Сейчас бипатридам стали давать паспорта, чего не было раньше. Раньше эти русские люди вообще не могли ничего слова сказать. А теперь с ними разговаривать стали. И выдавать заграничные паспорта. И у нас есть факты, кто получил эти паспорта и уехали. Конечно, может быть, это не массово, но, во всяком случае, лед тронулся. И этот лед трогался не благодаря тебе и твоему фонду соотечественников, а благодаря нашей работе. И ты обрати внимание, что мы работаем не полных 3 года. А насчет того, что обращаться на «ты» или на «вы», во-первых, я тебя не называла никогда Максат Байрамовичем. Я, как вы, уважаемый Герди Кяризов и Юля, я с вами тот раз, как я с вами на «вы» разговариваю, я джентльмен и уважаю вас, как говорит, женщину. И прошу вас тоже со мной на «вы» разговаривать. Ты для меня Максат. Я знаю твоего старшего брата, и я и с ним не была на «вы». Понятно? Я знала твою маму. А ты не хочешь вспомнить тот факт, что когда болела твоя мама и умирала от кровотечения, ее спас мой отец? Или ты забыл, или ты не знаешь? Ты хоть раз говорил об образовании или о медицине? Твою маму спасли тогда. А те дети, которые в Туркменистане и получают медицинскую помощь, которая вообще не соответствует никаким стандартам, потому что у врачей нет препаратов лекарственных. И они могут сделать анальгин без димедрола и нормально, или снижать температуру преднизолоном. Ты это знаешь? Ты говоришь о мегапроектах, ты хочешь притащить в эту страну атомную электростанцию. А потом есть хорошая идея у меня, построить такую же атомную электростанцию, хотя бы 2 блока, построить его в Туркменистане и на Каспийском море. Ты, видите ли, там работаешь. Тебя волнуют только эти вопросы, экономические. Ты даже не задумался о том, кто будет работать на этой атомной электростанции. Наши? Те, которые уже 30 лет вообще даже близко не знают, что такое физика и математика? Эти станции взрываются в более развитых странах. Ты хочешь вообще сгубить эту страну, что ли? Ты хоть раз сказал о тюрьмах, о том, как там сидят, о том, как убивают? Весь твой разговор о власти и деньгах. Якобы ты такой герой и посмел высказать свое недовольство Сапар Атаичу, как ты называешь его, уважаемый там, глубоко уважаемый. Ты же весь такой подобострастный.
который слова не скажешь против, тем более находясь в этой стране. Просто твоя королевна схватила своего пузатика и утащила 23 года назад, потому что пузатик знал, что такое тюрьма и как там обращаются с людьми, что такое сфабрикованные дела, что такое насилие, что такое убийство. И вы быстренько смылись из этой страны. Мы с вами его сделали диктатором. Почему? Я вам скажу. Потому что я смолодушничал, уехал, когда я работал в прокуратуре и уничтожил доказательства преступления высокопоставленных людей, когда они малолетних девочек изнасиловали. Якобы вы смолодушничали, как говорит твой лондонский начальник отдела кадров. Да вы не смолодушничали, вы просто наложили в штаны. И 20 лет отмокали. А теперь, после того, как ты говоришь, что сделали правозащитники, да мы таких, как вы, опять взбудоражили, и вдруг вы появились на сцене. Чего ж ты молчал раньше? Не было видно ни тебя, ни того. Ты весь такой с политическими амбициями. А что ж ты на своей второй родине не заявишь о своих этих амбициях? Что ж ты к Путину не подойдешь и не скажешь: давайте, Владимир Владимирович, сядем, вы уступите мне власть? Боишься? А то было бы здорово. И туркмены бы гордились. Вот какой у нас Максат Сапармурадов. А то грузин был, а туркмена нет. Обидно как-то. В России вообще это все можно запросто сделать и легко. Там вон и митинги проходят, и демонстрации. Заяви! Ты 23 года жил в этой стране и кричишь. Мало того, ты же предатель. Это ты сидишь, и вдруг у тебя, знаешь, идет подмена тезисов. Ты, видите ли, сам пошел, написал отказ. Путин, потому что вы уже не гражданка Туркменистана. Вы предали, вы отказались от гражданства. А я, да, написал заявление, когда уходил в правоохранительный орган Российской Федерации. Но Сапар Атаевич почему-то, может быть, из уважения к моей семье, может быть, к моим родителям, которые вместе долго работали, не лишил меня указом президента. И, выйдя на пенсию, я остался гражданином Туркменистана. И люблю очень родину свою, в отличие от вас. От гражданства Туркменистана. А Сапар Атаевич, видите ли, не подписал его. Вот он ради твоей мамы. Ты кому эту лапшу на уши гонишь? Ты для того, чтобы устроиться в силовых структурах России, пошел и написал самолично отказ от туркменского гражданства. И тебя бы никогда бы не взяли туда работать. А если и взяли, тогда ты мошенник. Потому что ты сначала написал, проработал, а сейчас ты заявляешь, когда ты пенсионер, о том, что якобы тебе Ниязов не подписал этот документ. И у тебя осталось это гражданство. Ты сам себя слышишь? И, выйдя на пенсию, я остался гражданином Туркменистана. Ты эту лапшу можешь вешать доверчивым ребятам, но не людям, которые знают законы. Тот, кто предал один раз, предаст и второй раз. Тебе не родина нужна, тебе нужна власть и бабки. Отвечая на ваш первый вопрос в отношении Саакашвили, который вы сказали в одной из интервью. Да, уважаемый Саакашвили и его гвардия вместе с Гиви Дардамадзе выходили на меня, когда я работал в таможенном комитете. И я не постеснялся и не испугался и приехал в Грузию для того, чтобы встретиться и послушать, что они мне предлагали. В здании парламента. И что вы думаете, уважаемые соотечественники, они предлагали? Они предлагали кучу денег, с которых они половину заберут себе в карман, а наполовину Максат Байрамович, давайте мы устроим оранжевую революцию. Я еще шутя сказал, а давайте мы ее назовем цвета верблюжьей колючки. Не оранжевой, а зеленой. Ты определиться не можешь, с кем ты, с американцами или с Россией, со связями Патрушева, Джаханпалыевой или Гиви Таргамадзе. И ты не до конца рассказал эту встречу. Как нам рассказали, санкционировал твою поездку Абдыкулиев и Кокаджан Бердыев, сотрудник Комитета национальной безопасности. И когда ты приехал, ты быстренько все переделал и сказал, что из-за того, что Абдыкулиев старик, выберите меня. Но там
Видимо, сочли, что за тобой никто не пойдет. Ты не лидер. А разговор о деньгах ты сам приплел. Делить с тобой, не делить. Судя по твоему повествованию, получается, что ты Абдукулиева подставил. То есть планы оппозиции 12 лет назад провалились из-за того, что ты в ходе дискуссий переобулся и поставил вместо Абдукулиева, предложил себя. В твою легенду я лично не верю. Но то, что ты бегал и договаривался с Гиви Таргамадзе и Саакашвили, ты сам подтвердил. И то, что у тебя связи с Патрушевым и с Джахан Палыевой, об этом тоже люди говорят. Ведь, по сути, через 12 лет Максат Сапурмурадов решил, что все забыли, и сейчас создается новая, но прототип той оппозиции, когда он объединяет людей во главе с собой, а в тени остается тот же Кокоджан Бердыев, это начальник внешней разведки, и, по сути, загоняет людей в ту же самую ловушку. Ведь вы же специально собираете сейчас списки инакомыслящих, а потом их отдадите в Комитет национальной безопасности. Поэтому, как ты сказал, что ты не хочешь крови, но когда сказали, что там якобы что-то там, если... ты сам сказал, что если тронут моего брата, я на танках приеду. А танки кто даст? Россия? Зелеными человечками? Брата твоего спасать? Или Гиви Таргамадзе? А потом, ты все время строишь из себя этого богача-олигарха. Поэтому, в общем-то, люди и клюют на тебя. Какой авторитет? Во всяком случае, тебе рассказывают и нам рассказывают, что тебе таскали взятки по 200-300 тысяч долларов, как ты их там колбасил и вытягивал эти деньги. И вся твоя уверенность и напыщенность, во всяком случае, которую ты демонстрируешь молодым ребятам из Туркменистана, что у тебя деньги и ляжку жарят. Ты не народом занимался. Ты обогащал себя и свою семейку. В биографии своей семьи ты забыл упомянуть очень важную вещь, что отец жены твоей работал шофером у Очерцова. А это очень значимый и влиятельный человек для Туркменистана. Вся газовая труба шла туда, к нему. И поэтому, например, мое мнение, что то, что тебя спокойненько Ниязов отпустил, это вот эти твои связи. Ты же весь пропитан, от тебя смердит всеми этими коррупционными схемами и завязками. У тебя же все схвачено, за все заплачено. Ты привык так жить, начиная от твоей бабушки, которая возглавляла Верховный суд, и заканчивая уже и мамой, и тобой, и всеми. Ты же выкормыш, который родился и жил всегда на вот эти правительственные связи и деньги. Ты кому что будешь говорить? Ты о каком народе говоришь? Я еще раз говорю, я неверующий. Меня Всевышний услышал и понял, что да, я в то время оказался прав. Да, мы потеряли время. Но это не значит, что это время ушло. Да, умерли наши родственники, кто-то в тюрьмах, кто-то в этих. Но это судьба. Ты обрати внимание, с какой легкостью, надменностью и цинизмом ты говоришь о пропавших без вести в Авадан-ДП. Ведь среди них нет ни тебя, ни твоего старшего брата, и даже не твоих всех родственников. Тебе просто так можно было сказать: ой, судьба, да, они там погибли, они умерли. Да что ты, они умерли. Значит, это наша судьба, а у тебя, видите ли, другая судьба. Значит, когда я со своими маленькими детьми таскалась в эту тюрьму 6 лет, заходила туда вовнутрь в 60-градусную жару, где нет ни кондиционера, ничего, сидели мы на этих одеялах, которые пропитаны мочой и следами менструации. Это такая судьба? Ты хоть об этом говорил, хоть слово? Ты говорил о том, что ваши сотрудники, кстати, это я обращаюсь к Хыдырову, которые стряпали эти все дела. Вы из себя здесь таких умненьких, благожелательных, вы каратели, вы насильники. Это благодаря таким, как вы, создана эта диктатура. Это вы, стремящиеся. Понятно? Издевались над народом и продолжаете издеваться. А теперь вдруг вам захотелось всех объединить и сказать, что вот мы такие добренькие, приведем вас к лучшей жизни. Вранье! Понятно? Никогда силовики не приведут к лучшей жизни. Никогда. Вы просто этого не знаете. У вас с глаз сыплется эта ненависть и верховенство над народом. До сих пор этот Хыдыров
Хоть ты и сидишь там уже более 20 лет, тебя так этот Лондон и не перевоспитал. Ты все равно каратель. Ты сидишь и говоришь о том, что якобы ты там посадил. Ты, видите ли, там что-то сделал такое правильное. С этим еще разбираться надо. И я думаю, что в архивах этих твоих структур дела остались. И когда приедут люди, и мы там будем, еще все дела поднимутся. И дай бог, что люди эти не умерли. А может быть и умерли, потому что вдруг ты вспомнила о какой-то девочке, которую ты, видите ли, она к тебе во сне приходит. А ты, видите ли, то ли каешься, то ли боишься. Вообще непонятное дело. Потому что до этого мне снилось вот это, то, что я смолодушничал, и вот этот образ той девочки, которую, потом убили. Убили, потому что буквально это передоза она умерла. Когда она пришла, когда я сказал, я не могу дальше расследовать это дело. Она сказала, какой же ты вы, мы на вас надеемся, какой же вы мужик. И ушла. И через 2 или 3 недели я узнаю, что она умерла от передоза. И вот этот образ просто мне в последнее время не спать не дает. Почему? Потому что я мог это что-то сделать для нее. И не сделал. А по идее на тебе статья. Ты сам признался в том, что дела эти были ликвидированы. Это просто преступление, о котором ты сам и заявил. Это вы можете говорить тем людям, которые не знают, что такое прокуратура, что такое комитет. А это на меня заводил Ашер Мухамедов дело, и меня судили за то, что я напала на Комитет национальной безопасности в 2006 году. Вы этого не знали? Бывших не бывает. Ты эти песни пой своей королевне, понятно? Которая ничего не видела, но зная, что это такое, быстренько умотала со страны. Вы 23 года живете в России, а я нет. А я жила там, в том государстве, которое ты первоначально строил с Ниязовым. Ты весь такой добренький, хочешь Музе Алексеевне дать паспорт и вернуть. А ты кто такой, что ты решаешь это все? Ты кто такой? И по какому праву ты это все решаешь? Ниязов не мог ее защитить от таких национал-фашистов, как Аквилисапар, и быстренько отрекся, и забросил ее неизвестно куда. Это он не мог отстоять свою жену другой национальности. А ты весь такой добренький и хорошенький, хочешь ее вернуть? Вы сначала разберитесь с теми похищенными деньгами, которые Ниязов отдал своей семье. Или ты уже даешь индульгенцию Бердымухамедову? Весь ты такой добрый. По какому праву? Ты его судить не хочешь? Да ты и не будешь. Потому что, в общем-то, к Туркменистану ты имеешь опосредственное отношение. А вот народ Туркменистана, он спросит с него. И я такой же народ Туркменистана. И никогда от гражданства Туркменистана я не отказывалась. А у Гильды вообще нет, кроме гражданства Туркменистана, никакого гражданства, к твоему сведению. Ты говоришь о фейке, о нашем переезде, о нападении. У тебя есть связи в России. Подними их и увидишь заявление, которое было подано в полицию района Беговой и обращение в больницу. Это по поводу нападения на Диану. Следы у нее есть ножевых ранений. А помимо этого на нас были нападения и в самом Туркменистане. Сбили мою дочь, 8-летнего ребенка, с открытым переломом она лежала. И у меня также есть все документы. И также сбили мою сестру, когда она была с переломом руки. Это ты фейк вместе с Хадыровым, вместе с твоим координационным советом, вместе с тем, как вы якобы объединяетесь и якобы вы ругаетесь, где ты в роли белого коня, а Хадыров в роли темной лошадки. Обратите внимание, как все умно проделано Сапармурадовым. И как представился Хадыров, что он якобы ташаусский. И Сапармурадов ташаусский, мама у него ташауская. А еще здесь примазана Джахан Пулыева, племянница Балыш Авезова, которая тоже ташауская. Региональные вы наши. Вы же не выросли из этого троеболизма. Но прежде чем прийти, ты куда пойдешь? В центр? В Ахал? И вот это все, что вы сейчас разыгрываете, вы же это все делаете против ахальцев, против текинцев. Они вам не нужны? Вы даже пошли на такую подмену, что на своем флаге этого координационного совета
Вы выставили арабского скакуна. Вы арабы? Вместо туркменской лошади. Вам стыдно название, что это ахалтекинская лошадь. Вы даже не называете, когда ты сказал скакуны. Какие скакуны? Ахалтекинские скакуны. Свою юмутскую лошадь вы потеряли в 1935 году. А текинскую лошадь признавать не хотите? Ты же живешь в Англии. Это страна, где почитают английскую чистокровную лошадь. А ты знаешь, что английская чистокровная произошла от текинца? Тебя даже за это гордость не распирает в душе. Ты даже на это положил, потому что, в общем-то, вы себя и туркменами-то назвать не можете. Вы племена. Йомуды, Човдуры, Ихдыры, Абдалы, Эрсарынцы. Вы так и не доросли до государственного национального уровня. Вы чем здесь занимаетесь? Вы же сепаратисты. Вы же как раз манипулируете сознанием идеи сепаратизма. Хоть вы и обвиняете в том, что это мы поднимаем этот вопрос. Нет, вы все завуалировано, но вы все около этого вопроса. Поэтому я не верю ни в ваше объединение, ни в вашу ссору. Все это фейк и ложь. Все это манипуляция сознания электората, который находится за пределами Туркменистана. Не верьте, люди, им. Не верьте, ни в какое будущее они вас не приведут. А что вам не нравится наш лозунг? Халкын хакы вар. Там права человека. Мы гульдаль, без халк. Когда вы говорите без гульдаль, без халк, вы потихонечку, в вас себе придет уверенность. Да что вы? Мы 3 года говорим об этом, что народ имеет право. А этот лозунг твой, кто пойдет говорить? Ты? Твои дети? Жена? Твои родственники? Братья там остались, сестры, племянники? Кто пойдет? Вы на что подстрекаете людей? Или пойдут те дети МВДшников, КГБшников и прокуратуры, у которого весь бюджет страны? Вы же все забрали у медицины и образования. Все вы же сжираете, ненасытные. Вы оба пытаетесь чужими руками жар загребать. И вот этот твой фейковый, что ты собирался в страну, и якобы это такой героизм. Значит, еще раз повторяю, вылетаю в город Стамбул. Постараюсь все-таки приобрести билет. Надеюсь, что Всевышний нам поможет. И буду вылетать в город Ашхабад. Если все будет нормально, дорогие соотечественники, ждите меня в аэропорту и встречайте. Не дури людей! Понятно? Вот я могу взять и поехать. У меня есть туркменский паспорт. И виза мне не нужна. Но я знаю, что я окажусь в Авадан-ДП. А ты на что рассчитываешь? Или тебя не посадят опять? Опять связи? Или договоренности? Ты же жирненький мешок. Может, с тебя деньги поимеют? Ты об этом расскажи народу. Герой. А то, что я сказал, этой власти от сил от 2 до 6 месяцев, это реально. Через 6 месяцев этой власти не будет. Какомурат Хадыров, если твои публичные, популистские, провокационные прогнозы, в которых ты говоришь, что от 2 месяцев до года падет диктатура и все изменится, тебе нужно будет всего 120 человек, и у тебя за это время, которое ты сроки дал, ничего не получится, одень яшмак и закрой рот, и не провоцируй людей, чтобы тебя больше никто не видел и не слышал, потому что народ это не игрушка. И просто так с ним играть тебе никто не позволит. Поэтому, дорогие соотечественники, подумайте, кто эти люди и какие цели они преследуют. Не верьте им, не верьте в дружбу медведя. Никогда они вам ничего хорошего не сделают. Собирают списки и отправляют в Туркменистан в Министерство национальной безопасности. А народ имеет право. Халкын хакы вар. Adan yolu, adan yolu, atlanan